Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем кричит вам ваш ангел-хранитель? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, о чем кричит, пытается докричаться ангел-хранитель, какую важную информацию вы должны услышать, о чем вы должны узнать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Хочется начать с момента страха. Вот вы от чего-то боитесь очень сильно. И ваш ангел-хранитель кричит вам о том, что зря вы это делаете, что бояться вам нечего, что ничего не грозит, беды не будет, плохого не случится. Здесь еще речь идет о каком-то потерянном времени, либо время, которое вы теряете, просто так как бы тратите. То есть вам нельзя, не стоит ни к чему бояться, нужно брать и делать, и не тратить время попусту. Здесь какое-то время то ли ограниченное, то ли лимитированное, время, которое вы можете безвозвратно упустить, и потом уже в исходную точку нельзя будет вернуться. Возможно, вы что-то затеяли, возможно, вы чем-то хотите заняться. Возможно, есть какая-то ситуация, где вы должны вот именно действовать, а вы боитесь, просто боитесь, вы не уверены в исходе ситуации, вы не уверены в своем успехе, либо вы не уверены в том, что ситуация вам по силам. Ангел кричит о том, что нужно делать уже сейчас, сию минуту нужно уже приступать и делать. Не трать время, не сомневайся в себе, ты обречена на успех. Вот как-то так идет. Именно слово обречена, то есть тут без вариантов. Вот. Не тратьте время попусту, не тратьте время на пустые страхи, на какие-то свои комплексы, непонятно откуда взявшиеся. Нужно брать и делать. То есть вы обречены на успех, у вас все получится. Получится, возможно, даже лучше, чем задумано, лучше, чем предполагается. Просто надо брать и делать. Вы очень сильны. И еще показали, что у вас 4 руки. То есть, возможно, вам даже в процессе кто-то начнет помогать, как дополнительные 2 руки появятся. Вот. Не трать время, бери и делай. Пока дороги открыты, пока окно возможностей не схлопнулось, нужно брать и делать. Нельзя сидеть и нельзя в себе сомневаться. И еще, мои хорошие, здесь ссоры между мужчиной и женщиной из-за пустого горшка. Но пустой горшок – это нехватка денежки, нехватка ресурсов, может, продуктов вам не хватает, не тот уровень жизни, не тот образ жизни, которым бы вы хотели жить. То есть вы сейчас ссоритесь, ругаетесь, вы мужчине предъявляете, что у него слишком худой слон, еще и хобот. Не то чтобы повесил, он еще куда-то его туда под себя подгинает. И вы такая ему говорите: вот, мы бедно живем из-за тебя. Ты не зарабатываешь, ты неудачник, ты такой-сякой лихой. Вот, ангел говорит о том, что то, что вы сейчас переживаете, это такое испытание, которое вы должны пройти вместе. Это испытание вашей любви, испытание, посланное вам какой-то недоброй силой. Кстати, может быть, даже из глаз. То есть вашу пару могли сглазить, из-за этого у вас материальные блага ушли, и любовь уходит, потому что вы ругаетесь. То есть слишком хорошо вы вместе выглядите, слишком вы славная пара,
слишком вы чьи-то глаза мозолили. Вот кто-то там разведенный, либо овдовевший, либо одинокий, глубоко одинокий человек. Вот он вас глазил, поглазил, сглазил, и из-за этого вы как бы дошли до жизни такой. Ангел говорит о том, что вы должны отталкиваться от противного. То есть вместо того, чтобы ссориться, вы должны, наоборот, друг друга поддерживать. И ангел говорит, что зря ты на мужчину наговариваешь. Этот мужчина подобен ракушке с жемчугом. Ну, ракушка с жемчугом — это что-то прям такое сверхъестественное. Это клад, да, это клад по-своему. То есть мужчина, как ракушка, содержащая жемчуг, ему, скорее всего, нужно время на то, чтобы раскрыться. А когда вы его там всячески словесно, например, топите и говорите, что ты там неудачник, ты никчемный, тебя мы бедствуем, да, вот как бы эта ракушка, она еще больше схлопывается, да. То есть не играйте на руку того, кто вам завидует, отталкивайтесь от противного, вместо того, чтобы ругать, поддержите, научите, подскажите, подтолкните, и будет чудо, мужчина, подобно ракушке, с жемчугом раскроется, и вы обретете этот прекрасный ценный жемчуг. То есть у мужчины, я так понимаю, очень крутой потенциал, просто сложные времена из-за того, что вас сглазили, допустим, да. Либо, в принципе, времена сложные не только у вашего мужчины, а у всех. Ну, потому что вы сами знаете, что в мире происходит. И здесь нужно поддерживать друг друга, наоборот, объединяться. Не расходиться, не разбегаться, а объединяться для того, чтобы все получилось. И еще ангел говорит, что этот мужчина, он действительно вас очень сильно удивит, но удивит чуть попозже. Скорее всего, судя по временным рамкам, это конец следующего года. Вот тогда он раскроется, ракушка раскроется и жемчуг покажется. То есть он у вас очень, по сути, успешный, либо очень успешным станет. Но на это нужно время. И его нужно поддерживать. Вы ведь очень умная женщина, очень грамотная женщина. Вы видите то, что не видят другие. Но есть у вас такая особенность. Вы с детства видели то, чего не видят другие. Вы слышали то, что не слышат другие. Вы могли предчувствовать то, что не могут предчувствовать другие. Но именно вы должны его быть путеводной звездой. Именно вы должны ему подсказывать, что ему делать, чем заниматься, куда идти, с кем сотрудничать, каким делом обзавестись, а не ругать и не топить. У вас, кстати, очень сильное слово, вот что вы для себя знали. Ваше слово, оно прям вес имеет. И в пространстве ваши слова, они могут как и покалечить, так и, например, спасти. Вот что вы для себя знали. Очень сильные слова. Грубо говоря, как вы скажете, так и будет. Пусть не сейчас, со временем, но как вы говорите, так всегда и происходит. Говорите ли вы про себя, либо вы говорите про кого-то другого, но вот есть у вас какая-то особенность, какой-то дар пророка, что ли, можно так даже сказать. Необычная вы женщина. Вот у вас фонарь в руках. Вы необычная женщина. Вы видите то, чего не видят другие. Вы слышите то, чего не слышат другие. И слово у вас какое-то особое, вот оно вес имеет. Может как потопить, так и наоборот спасти. В таком ключе. Завидуют. Очень сильно вашей паре, вашей семье завидуют. И из-за этого отчасти вы и ссоритесь, и денег у вас не хватает. Делайте наперекор, сплочайтесь. Простите друг друга, поговорите с друг другом, поддержите этого мужчину, и он, подобно ракушке с ценным жемчугом, раскроется. Вот так просит вам передать. Я понимаю, что это очень сложно, особенно когда в холодильнике мышь повесилась, а у вас дети, да, у которых тоже есть свои нужды и потребности. Но, девчонки, это время нужно просто перетерпеть. И не лишним будет вам... может быть, какую-то чистку сделать себя, дома, мужчины, семьи. И опять же, вы должны говорить только в хорошем ключе о том, что вот мой мужчина, он самый успешный, он самый предприимчивый, он будет богатым, он все заработает. Да? Вот ваше слово имеет вес. Вы повспоминайте. Вот все, что вы когда-то говорили, оно ведь все сбылось. Правильно? Правильно. И хорошее, и плохое. Все сбылось. Потому что ваше слово, это как слово пророка, оно силу имеет. Кого-то из вас отыграется, что вы можете прикликать события в жизнь.
То есть то, что вы говорите, то, о чем вы думаете, вот оно потом сбывается. И если вы будете думать в негативном ключе, то негативное и придет. Но об этом речь идет. Сложно, конечно, на общие отсыпки, но тем не менее я пытаюсь как могу донести вам информацию. Дальше, мои хорошие, говорят, что вы на невиновного плохо думаете, либо считаете, что невиновный виноват. Кого-то в чем-то обвиняете, может быть, даже заочно, но говорят, что этот человек ни в чем не виноват. Там какое-то злое стечение обстоятельств, и, возможно, даже этого человека подставили. Ну, допустим, вам могут говорить, что муж гуляет, да, либо парень ваш там с какой-то еще девчонкой встречается. И вы начинаете ревновать, и вы начинаете думать: ох ты, блин, гуляка, изменщик. На самом деле это неправда. Человек честен перед вами, и вам не изменял ни физически, ни мысленно, никак. То же самое, что-то у вас украли, пропало, сломалось. И вы думаете на кого-то, что именно этот человек сделал. Либо вам кто-то указывает на этого человека и говорит: ну вот, скорее всего, он, либо она. На самом деле человек перед вами ни в чем не виноват. Не обижайте этого невиновного, а лучше сядьте и досконально разберитесь. С вашими-то данными, с вашими-то способностями, я думаю, что вы виновного очень быстро найдете. Найдете того, кто действительно что-то преступное сделал, либо найдете того, либо выявите того, кто вот этими наклепами занимается, кто подтасовывает факты, кто пытается вас убедить, что невиновный виноват. Вот в таком ключе. Не берите грех на душу, никого не обвиняйте. Вас об этом ангел просит. А лучше возьмите и разберитесь. Вы можете. Есть у вас такая сила, есть у вас такая уникальная способность. Так, и еще показано, что вы излишне о ком-то переживаете, опекаете. Своей жизнью не живете, своими интересами не занимаетесь, зато себя всю целиком и полностью отдаете, ну, грубо говоря, другому человеку. Подумайте, кем вы так сильно опекаетесь, за кого вы так сильно переживаете. Вот неправильное это поведение, неправильное это отношение. Там человек в порядке, там ничего плохого не происходит. Да, человек может себя плохо чувствовать, но мы все люди, и каждый из нас может болеть и хворать. Да, это нормально, это естественно. Дети, например, да, вы очень боитесь, что что-то случится с вашими детьми, и вы прям вот как такая квочка, извините за сравнение, но вот идет такая информация, вот прям крыльями закрыли, не дай бог там кто-то посмотрит на ребенка, либо ребенок, не дай бог, один шаг сделает. То есть это неправильно. Вы своей жизнью не живете, вы просто вот вся переросли в какую-то гиперопеку, которая, ну вот, никому не полезна. Никому не полезно и никому ни радости, ни счастья не приносит. Надо быть более спокойной, больше жить для себя и по возможности помогать другим, чем как вы сейчас всю себя кому-то отдаете. Своей жизнью не живете. Так мне идет. Дальше. Показали человека, который очень сильно упрямится каким-то переменам. Возможно, это вы, и почему-то вы уперлись и боитесь каких-то перемен, либо упрямитесь. Но перемены, они неизбежны, хотите вы того или нет, все равно ворвутся в вашу жизнь. Перемен, кстати, будет очень много. Все эти перемены с правой стороны, то есть к лучшему. Да, жизнь будет меняться. Да, время перемен – это неспокойное время. Да, вы такой человек, вы привыкаете к стабильности. Но так, как есть сейчас, продолжаться дальше не может. Ваша жизнь должна меняться. И вы тоже должны меняться. Поэтому прекратите упорствовать и прекратите вот держаться за свое это болото. Но к чему? К чему это все приведет? Жизнь должна меняться. Вы должны меняться. Все вокруг вас должно меняться. Все, успокаиваемся, отпускаем ситуацию, и будь что будет. Судьба вас точно не обидит. Так, еще показано, что вам дороги открыты. Хоть вправо, хоть влево, но вы почему-то в одной точке застряли. Почему вы там застряли? То ли вы кого-то слушаете, кому-то не тому верите, то ли вас действительно нужно подтолкнуть. Смотрите, если сами не пойдете, то судьба вас подтолкнет. И, может быть, не самым лучшим образом, не самым лояльным для вас образом. Вот, пока есть возможность выбора, выбирайте.
Иначе выбор будет сделан за вас. И вас могут подтолкнуть там, не в ту сторону, в которую бы, например, хотелось бы. Вот. Подтолкнет именно сама судьба. Сейчас у вас есть выбор, вы на распутье стоите. И если вы сами не выберете, выберут за вас. Это не лучший вариант, когда выбирают за вас. Вот. Надо выбирать, не нужно ничего бояться, надо жить, надо развиваться, надо идти вперед. Дальше показана какая-то неправильная дружба. Когда ваш друг, либо ваша подруга, как будто бы вами, вы как щит, а она вами закрывается, либо он вами закрывается. Какие-то неприятности, этот человек за вас забегает и вас вперед, значит, толкает. Ну, типа, иди разберись, либо пусть первый удар придется на тебя. Дружба неправильная, неполноценная, и это прям не дружба, это использование. Вот. Вы, конечно, человек добрый, вы умеете дружить, но вы в дружбе прям таете, вы в дружбе прям растворяетесь. Но так нельзя. Не с тем человеком вы дружите. Человек, который использует вас как щит, ну, извините, это не друг, это не подруга. С таким другом, с такой подругой далеко не уйдешь. Вот, человек абсолютно пренебрегает вашими интересами в корыстных своих целях. Вы этому человеку все, а если вам что-то понадобится, то человек вам, извините, попу покажет, либо кукиш скрутит. Ну, прям совсем фу-фу-фу. Надо вам немножечко присмотреться к тому человеку, с кем вы сейчас особо дружны. И, возможно, следует как-то дистанцироваться хоть немножко, да, и вот так 100% не доверять этому человеку. Но вообще мне идет, что вас используют. Извините за это слово, это, конечно, прям очень ужасно звучит, но почему-то такое вот ощущение, что вами пользуются, вас используют. И это прям очень неприятно. Прям в центре это вышло. Может быть, вы еще это не понимаете, не осознаете, но когда осознание придет, уже как поздно будет, да, вот в таком ключе. Будет как-то особенно больно. Разочарование в дружбе может быть. Дальше, девушки, женщины, почему вы не хотите ни с кем знакомиться? Что за блажь? Откуда это? Почему вы сознательно сами себя на одиночество обрекаете? Это что такое? Говорят, что есть какой-то мужчина, который без вас вот ни спать, ни есть не может. Очень хороший, очень достойный, который может и хочет сделать вас счастливой. А вы прям такая: нет, и все. Не пойду, не буду встречаться, не буду общаться, не буду знакомиться. Не буду, я не хочуха. Я буду сидеть дома, я буду заниматься детьми, я буду растить внуков. Я не хочу личную жизнь свою устраивать. Ангел говорит, что это неправильно. Этот мужчина, вот смотрите, он либо уже вам знаком, но вы его так отторгаете, либо вы никуда не выходите, и этому мужчине просто невозможно с вами познакомиться. Ангел говорит, что этот мужчина может и хочет сделать вас счастливой. Благодаря этому мужчине вы познаете те грани жизни, которые вам ранее были недоступны. То есть жизнь, когда вас любят, когда для вас стараются, когда для вас живут, для вас дышат. Вот в таком ключе. Смотрите, какой с букетиком стоит с правой стороны. Несчастный. Вот ангел, видите, над этим несчастным мужчиной летает и вам вот так показывает. Зачем вы себя в отшельнице записали? Зачем себя личного счастья лишаете? Ваши дети, ваши внуки, правнуки, они сами без вас справятся. А вам еще счастливой быть. Это вам на роду написано. Зачем вы свое ценное время, жизненное время, тратите на вот это отшельничество? Прекратите, дайте мужчине шанс. Вам обязательно нужно с ним хотя бы общаться, либо хотя бы выходить из дома, чтобы он мог с вами познакомиться. Хорошего мужчину показали. Очень хорошего, достойного, более чем достойного. Так, корова маленькая, вот она по центру у вас, маленькая, но ее кормить надо, и она вырастет в прекрасную дойную корову. Корова – это вообще ваши заработки, это ваше материальное благополучие. Возможно, чем-то таким вы сейчас занимаетесь, что дает вам такой крошечный доход. Но если этим заниматься дольше, больше, глубже, серьезней, то корова будет расти. И доход будет, соответственно, увеличиваться.
Вообще показано, что у вас есть способность к ведению собственного дела, собственного бизнеса. Ну вот заработки вот фрилансера, да, когда человек там сам на себя берет заказы, что-то производит. То есть вы можете, вы для этого созданы. У вас и голова в эту сторону работает, и талантливый вы человек. Надо немножечко масштабы расширять, да, чтобы эта корова росла и много-много вам молока давала. Да? Сейчас это теленок, но может превратиться в большую полноценную корову. Здесь никаких ни преград, ни запретов, ни блоков нет. Вы можете, вы для этого созданы. У вас есть как жилка предпринимателя, она у вас точно есть. Причем она не просто есть, а она еще и родом подкрепленная. Скорее всего, в вашем роду были люди, которые были склонны к предпринимательству, предпринимательством занимались. Да, надо, корова есть. Теленок, но надо растить ее, надо расширять масштабы, не нужно бояться, может быть, выходить на какие-то более серьезные торговые площадки, да, о себе заявлять, может быть, рекламу дать, может быть, там увеличить ассортимент, предложения. Ну, в общем, надо стараться. У вас все есть для того, чтобы заниматься предпринимательством. Так, про какого-то человека говорят, что он еще вернется, что он еще появится, что еще будут встречи, что будут разговоры. Сейчас как будто бы вы с этим человеком навсегда распрощались. Вот кажется, что все, никогда больше мы не увидимся, не встретимся. Это невозможно, я никогда его не увижу, никогда не встречу. Увидите, встретите, возможно, даже и не раз. Но вот явно будет между вами разговор, будет объяснение. То ли вы как-то некрасиво расстались, то ли что-то между вами такое прям, как разбилось. Там есть причина, и причина очень серьезная. Этот человек, он еще вернется в вашу жизнь для того, чтобы все объяснить, рассказать, объяснить, повиниться в конце концов. То есть встреча еще будет. И, возможно, даже и не одна встреча. Вот, вернется. Показано, что вернется. А вы зря так убиваетесь. Встреча у вас прям по судьбе еще будет. Вот, поэтому убиваться, страдать не стоит. Дальше какое-то чудовище показывают. Что-то такое, знаете, страшное, странное, страшное и непонятное. Какие-то проявления негатива, какие-то проявления зла. Ангел говорит: не беги, а дерись. Ты сильнее, чем зло. И это зло, оно ведь тоже может бояться, да? Нужно вам не бежать и прятаться, закрываться от этого зла, а взять палку и отдубасить это зло, чтобы и неповадно было к вам соваться. То ли это какие-то козни, нападки врагов, то ли это какие-то негативные проявления в вашей жизни. То есть не нужно от этого убегать и прятаться, с этим нужно бороться. У вас есть силы, у вас их более чем достаточно для того, чтобы это зло победить. Может быть, даже вот и здесь в семье у вас не ладится, потому что это зло присутствует. Есть ощущение присутствия, но это что-то прям такое, знаете, как какой-то монстр. Надо взять палку и бить, гнать из своей жизни куда подальше. За себя нужно бороться. Кто бы вам ни противостоял, кто бы там на вас ни нападал, за себя, за свою жизнь, за свою семью нужно бороться. И тем более я вижу, что вы сильный человек. Вот тут вас показали очень сильным человеком. И ангел говорит: дерись, борись, силы у тебя предостаточно. Не прячься, но отстаивай себя, отстаивай свою жизнь, отстаивай свои интересы. Надо драться. Других вариантов у вас нет. Все равно, хоть прячься, хоть не прячься, это все такая история лимитированная. Но надо дать бой и надо со злом справиться. Если у вас есть какие-то конкуренты, если какие-то недоброжелатели, враги, не нужно от них бежать и прятаться и думать: ой, сейчас я спрячусь, они меня не найдут и отстанут. Нет, так не будет. Нужно взять в руки палку, либо дубину, какой-нибудь дрын, и своих конкурентов, врагов отдубасить. И все, отогнать, показать, кто здесь хозяйка горы, да, либо хозяин горы. В таком ключе.
Даже если вы очень миролюбивый человек, и если вы там пацифист, в конце концов, все равно свои интересы, интересы своих близких нужно отстаивать. И вижу, что вы сильны, сильны. И ангел говорит, что вы сильны. За себя нужно сражаться. И вы увидите, как жизнь ваша будет меняться. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.